Самая большая проблема за последние 25-30 лет в Грузии, на каком языке обучения у нас будут проходить учебные предметы. То, что нас с вами обучали молдавскому языку как предмет, английскому языку как предмет, мы с вами не знаем ни молдавского, ни английского языка. Сегодня гагузский язык изучается как предмет, как учебный предмет. Поэтому дети дома, которые не разговаривают на родном языке, не владеют этим языком. И точно так же не владеет и государственным языком. Поэтому любое национальное образование предполагает прежде всего везде, во всем мире, это констанция, что начальное образование проходит на родном языке, плюс усиленное изучение государственного или иного языка. Если мы этот пункт не определим четко, здесь, например, в статье 13 написано, обучение проводится на гагаузском или государственном, или русском языке. Что значит или? Это значит, мы опять оставляем один язык, который для нас более приемлем, на котором мы с вами общаемся все, то есть русский язык, а остальное слово или входит в противоречие, прежде всего, с государством Молдова. Они не позволят этого, потому что у них уже принят кодекс об образовании. И, во-вторых, противоречие с законом об особом правовом статусе Гагаузии, где четко написано, что автономия создавалась для сохранения, развития и приумножения родного языка. В Гагаузии необходимо именно научному центру очень огромную работу провести для того, чтобы в дальнейшем дальше развивался язык, была основа для того, чтобы мы уже в школах могли этот процесс проводить по-другому. Допустим, перевести на гагаузский язык. Если мы это делаем сегодня, то это провальный проект. Почему? Потому что базы для того, чтобы это сделать сегодня, нет.